Привет, привет. Друзья, познакомимся. Это Джек и его хозяева сейчас в отпуске, в отъезде. Но Джеку не скучно, потому что он находится в гостинице для животных. Да, есть такая замечательная услуга у нас в городе Якутске. Вы можете оставить своих питомцев на время вашего отпуска или отъезда из города. Ну, когда уже некому оставить, там, ни родственникам, ни знакомым. Вот. И вообще сегодня мы познакомимся с деятельностью такой гостиницы. Поможет нам в этом директор Василий Васильев. Приветствую, Василий. Василий, ну давайте, наверное, со знакомства. Вообще, как появилась идея создать такую гостиницу? Ну, это было лет 7 назад. Я раньше ездил, тренировался в Таиланд тайским боксом. И, ну, не было прям идеи, вот сейчас открою. Просто как бы проблема, столкнулся с тем, что вот мне надо лететь тренироваться, сборы, а ставить не с кем. То есть я купил, и я несу ответственность уже за них. И мне пришлось их оформлять за границу. Я их повез в Таиланд. А это же северная собака. О, да, плюс 38. Да. Я их возил на водопады, там, всякое разное. Намучился с ними. Они потом подросли. Они охотники северные. И они там всех, тайские собаки, они довольно-таки ленивые, они лежат целый день, там курицы спокойно бегают. Жара. А наши северные, да. Они видят любую живность сразу. В общем, они у соседа моего пригрызли курей, гусей. И слава богу, у него был отдельный вольер для бойцовских этих петухов. У них петушиные бои там устраивают. Они очень дорогие. То есть они там по несколько миллионов бат могут стоить. Один петух. То есть там ставки они делают на это. И этот таец приходит ко мне домой, ну, где я жил. И на тайском с пистолетом, короче. Да-да-да-да-да. Серьезно? Еще раз, говорит, твоих собак. Ну, я потом, он по-английски ноль, я другу тайцу тому же позвонил. Он говорит, еще раз, говорит, увижу твоих собак, я их, говорит, пристрелю. И я такой, нифига себе, что делать, короче. И, в общем, я с этими хасками намучился. Там, во-первых, жаркий климат, там их постоянно болезни вот эти, всяко разные. Там в ветеринарку ездили еженедельно, наверное. Рамки там, долго заживали. Да, влажность это вся. Ну, в общем, намучился я с ними, и потом пришлось из-за вот этого инцидента с курицами им на другую часть острова их депортировать, чтобы сосед не пристрелил их. И, в общем, я с этим... И в этот момент мы как-то знакомимся с моим хорошим другом, наставником, с кем мы это дело вместе начали. Он тоже как раз был в отпуске, приехал в Таиланд. Но я очень рад земляков, там как бы свои, по-русски пообщаться, это прям классно. Ну, я как бы параллельно там показывал остров, там ездили, везде путешествовали. И у него тоже проблема, что он в разъезде, у него свои охотничьи лайки. И мы как на эту тему так вот разговорились. Я вот свою историю рассказал. Он говорит, что сюда приезжали кормить, его родственники, пока он за границей. То есть сюда, с города, туда-сюда возить, кормить. Ну, это проблематично, неудобно. Ну да, да. Кого-то просить что-то делать. И как-то вот так вот у нас совместно родилась идея. Ну, много идей мы обсуждали. В общем, эту идею поддержал. И так вот родился Лайкин дом. И, уже 7-й год работаем. Как бы все через пандемию прошли, через разные там... Всякое было, но это дело для души, поэтому как бы занимаемся даже несмотря на то, что нравится этим всем. Тут у нас два питомца, получается, это Джек, да? Да, это... Джек. Это Тайсон. Тайсон у нас не дает покоя оператора. Да, мы тут уже задержались. Сейчас мы, друзья, давайте уже начнем знакомиться с деятельностью, да, работников гостиницы. И в целом, я так понимаю, что мы приехали, уже собаки были на выгуле, да? Да, и сейчас выпустил. У нас выгул начинается согласно закону о тишине, так как есть нюансы с соседями. Чтобы никому не доставлять неудобств, мы выгуливаем в будние дни по республиканскому закону с 8 утра. Тайсон, давай, выходные дни с 10 часов. Ага. Вот. То есть в целом мы сейчас и можем выгулить и покормить. Да, они еще не кушали, я их просто выгулил, чтобы здесь было почище. Давайте начнем, друзья. Испытано на себе. Так, ну что, Джек, Тайсон, пойдемте, да? А их поводки или что? Нет, у нас свободный выгул полностью. У нас пошли. Вот эта спальня, как я говорил, пойдем. зона. Джек.
здесь у них игрательная и угольная. То есть, если погода хорошая, солнечная, то они гуляют целый день. То есть мы просто открываем окно, погода, если позволяет. Этот любит товарищ Тайсон. погулять. Тайсон, У идешь на Тайсона улицу? проблемы с лапками. Поднять его надо. поэтому, его... Хочешь погулять? Пойдем. Можно, да, его Да, поднять? можно. Ага. Прям на ручках его просто аккуратненько. Так, вон старичок. Давай, Тайсон. Тайсон, чуть-чуть, мы здесь. Давай, вперед. Лестницу сделали здесь. Ну, они уже гуляли, поэтому они хотят играться. Вот У что них секрет. время игр. Они думают по режиму. Да, мы приехали чуть позже, получается, ребята уже выгуляли. И если тепло, они, соответственно, Да, целый день так открыто. выходят. И параллельно проветривается, как бы, и этот, свободно. Вот. Ну, насчет кормления. У всех свое питание, так как аллергия, возможно. Тайсон. Тайсон. А, его сейчас за еду. Ну, сейчас пойдем кушать, да, будем? Да, сейчас. Вот, это у нас Джека. Так, давай. Так, мисочка. Смотрите. Поменяли. Еда. У всех свое питание. В данном случае вот роял канин у Джека. Без горочки. Просто вот зачерпываете. Так. Так, прямо этой, да? Да, прям у него есть мерная. там есть Это мерная. его мерная, да. Это для кого? Без горочки это для Джека. Джек. Так, смотри. Чуть-чуть. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Ага. Джек знает, что это его еда. И сейчас я с Тайсон сразу Как раз тоже положу. получается вот такая штука без горочки. Так, и Тайсон тоже сейчас одновременно А у дадим, а то Тайсона здесь ведро Тайсон скажет. свое. Чем питается Тайсон? Тайсон питается вот таким, я не ноунейм, но целую вот такую баклю принесли. И дозировка где-то примерно вот так же делаем. Как будто чуть меньше, чем По Джеку, да? граммовке. Да. Хотя- Но он, смотрите, он вот эти дни, он свой корм 3 дня вообще не кушал. То есть мы сделали небольшую такую хитрость. Мы добавляем иногда гипоаллергены, жидкий корм. Какой-нибудь. Вот. Ну, в данном случае ягненок. То есть это лайфхак такой. То есть он помогает, если собака плохо кушает, ну, уже более 3 дней, мы добавляем для вкуса. А, Всё, то есть уже она, делаем. допустим, скучает по хозяевам или еще что-то? Да, они впадают, особенно кошки. У нас рекорд, кошка неделю не кушала вообще. О, То есть она уже начала, у нее шерсть вываливаться, она прям ветеринаров вызывали. Ветеринары сказали, это стресс. Как бы такое бывает. Все, потом она, вот первые разы, вот, а потом уже последующие заезды, они уже знают, они уже сразу кушать начинают наши то постоянники. есть они уже... Да, первый у них как бы куча запахов, Стресс. незнакомый стресс, да. Так, можно сейчас разделить на 2 секции. Одну положить Джеку, одну Тайсону. Вот это Тайсона, это Джеку. Так, Джеку здесь можно Да, оставить? Джеку здесь оставить, Тайсона сюда позвать и закрыть между ними проход. на. Вот, пойдем. Тайсон, молодец. Тайсон. Пойдем. Тайсон. Ты вообще ленивый парень. Иди сюда, давай. А он старенький уже, 12 лет парень. Он говорит, зачем мне туда бегать, как будто тут ему вкуснее. Роял канин, конечно. Давай, иди сюда. Ну это может быть тоже хороший корм. Да, кстати. Просто без названия. Ну, кажется. Вы можете добавить для жидкого корма Так, давай кого-то, кстати. ягненок, чтобы он... А перемешивать надо или? Ну, в принципе, можно Вот так теперь, положить. О, смотри-ка, он его заинтересовало. Подожди, стой. Стой. Тайсон, подожди. Давайте перемешаем немного. С удовольствием. Поднеси. Да, можно не перемешивать, Да? он так поесть чуть-чуть. Ну все. Вот, и они, в принципе, после еды, если 15 минут проходит, они не кушают, вот новички, мы миски поднимаем, убираем, чтобы никто в чужой корм потом не съел. Ну и обычно через 2-3 дня они уже, как бы, если вдруг пропускают еду, это я курсы зоопсихолога проходил там, короче, по интернету что-то там. Они говорят, что если еда 10-15 минут, надо убирать, потому что если всегда в свободном доступе, она обесценивается. Он что, так съел быстро? Видимо, да. Уже сюда ломится Джек. Джек, нельзя. Ну, есть такой лайфхак, то, что у многих хозяев проблема, то, что моя собака ничего не кушает целый день. А просто всегда в свободном доступе, естественно, она не будет кушать. А так она уже привыкает, что вот у тебя есть промежуток окно. Расписание. Да, расписание по режиму. И в таком случае это удобно тем, что у них стул нормализуется, то есть время выгула, все как бы можно рассчитать, скажем так.
Вот. Если хаотично всегда кормить, они в туалет будут ходить хаотично, как бы беспорядочно. Поэтому дисциплина, режим, как бы это наше все. И вот этот, у нас как бы вот это общий номер, да, есть еще отдельные номера у нас. Отдельные номера, они в основном бывают, если, допустим, девочка с течкой, то есть чтобы исключить любой физический контакт, либо бывают большие, крупные, потенциально опасные породы. То есть мы таких как бы отдельно выгуливаем, отдельно сидят они. То есть у них свои личные номера? Да, у них свои номера. И выгуливаются они уже после всех вот общих, там, больших можем посмотреть собачек. Сейчас, друзья, по пути в вольер мы, соответственно, видим возврат уже питомца любимого. Щас. Это у нас кошечка, да, или? Пуся. Пуся зовут. Котик наш любимый, мы по нему соскучились. Почему шлотки, Вы котик? в поездку ездили, да? Да, мы уезжали. Ой, как он мурчит. Ой, спасибо. Очень ласковый, он с самого начала видит, очень хорошо, адекватно. Единственное, пару раз там мимо пописал, но потом нормально. Мы ему сделали 3 лотка. Один сеточка, один без сеточки, один с дополнительным просто насыпан. Все, он потом выбрал, который без сеточки. Туда начал ходить. А вообще, в целом, вы первый раз пользуетесь такими услугами? Первый раз мы воспользовались, мы не знали, куда нашего котейку, кому оставить. Очень переживали за него. Но Василий нам исправно отправлял видео, фотографии, мы очень довольны. Ну и по нему видно, что с ним все хорошо. Мы Сейчас очень он очень счастливы рад, я его думаю. забрать. А на сколько дней вы уезжали? Мы уезжали на 12 полных дней. О, почти 2 недели, да? Здорово, Да. здорово. Ну хорошо, Пуся. Очень счастливы, что есть такая возможность котика оставить в надежных руках. С Классно. котиком все хорошо. Спасибо большое, Василий. Спасибо вам, желаем вам успехов. В январе к вам снова приедем. Испытано на себе. Так, это у нас еще один питомец. Грей, у него хозяева недавно начали к нам как бы на передержку сдавать. И мы потихонечку его социализируем. Потому что он взяли отдельный номер с отдельным выгулом. Ну, так как не знают, какая реакция будет у хозяев. Поэтому я потихонечку со всеми социализирую. Он уже, в принципе, нормально. Как бы побаивается уже, но уже как бы нормально. Второй раз уже хозяева оставляет у нас. Ну, также взял отдельный номер, понравилось им. Вот. Можем посмотреть. Давайте. То есть он сейчас с выгула, да? Возвращается обратно в номер, да? С выгула. Ага. Так. Вот на первое время мы, если собака неизвестная, хозяев предупреждаем, говорим, что вот мы поводочек оставляем на случай, если вдруг, если мы вот так, ну, чтобы вот по той же причине, чтобы он нас не съел, он иногда порыкивает еще как бы на меня, он не хочет выходить. Он любит посидеть, там сидит. Вот поэтому мы поводочек оставляем, чтобы потом вечером он на следующую прогулку аккуратненько, если прям совсем агрессирует, я прям щеткой вот так подтягиваю к себе вот этот поводок и вот так просто беру. И когда уже поводок в руки беру, они уже нормально идут. Уже не рычат, не пытаются убить меня. Да. Ну, были ротвейлеры такие опасные. Вот этот, я на них испытал этот способ. Слушай, ну... Он прям подходишь, он выглядит страшно, он здоровый, и он прям скалится, такая лошадь. И хорошо вот поводок сделали. Я видео хозяевам как-то отправлял, прям аккуратненько. Там вкусняшки подкидываю, всякое разное. Там, в общем, 15 минут пытались выйти просто. Потом уже этот поводок получилось аккуратненько надеть и вывести. И все. И он после этого нормально стал. То есть он как бы один раз, видимо, доверился, что все нормально. Гулял один, естественно, чтобы с другими собаками не подраться. Как бы много ситуаций было. Хозяева, когда вот бронируют, звонят, говорят, что собака опасная. Сюда заходят в коридор, они сразу чувствуют, слышат. Они такие тик-тик-тик. И я с поводком, как бы если уже за мной идет, вывожу ко всем вместе. Сейчас даже можем примерно показать, как это выглядит. То есть вот теоретически вот собака пришла новенькая на социализацию. С поводочком мы выходим вот сюда. Можете сейчас через окно просто посмотреть, чтобы на вас не налепли. Вот. Это как бы наша банда постоянников. Уже знаю всех. Вот. Если лежит, загорает. Речка наша. Дядя,
Вот, я выхожу с собачкой новенькой. Сидеть, сидеть. И вот эта собачка, которая агрессивная. Рони, сядь, 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 сядь. Ждать, ждать. Ага, ждать. Она прижимается ко мне, и как бы я становлюсь автоматически ее новоиспеченным защитником. И она как бы уже ко мне доверяет. Как бы. Пусть. Ну, как бы, они уже тут между собой тут все знакомые. Наши уже не первый год, наши постоянные клиенты. Ну, иногда новенькие бывают. Тихо. Киришка. Так, ну вот они сейчас домашние совместно с уличными, так как они уже знакомые. Вот, перед тем, как заводить, мы ложим корм, всех свой корм. Также, ну, некоторые хозяева, допустим, если задерживаются, без проблем можем предоставить наш корм. То есть у нас разные варианты, есть гипоаллергенные тоже на выбор. То есть я почему-то думал, действительно, сейчас они на выгуле, если вынести им там миску, Там никому ничего не достанется. бойня То есть, начнется. Да. Поэтому у каждого свой Всех своё вольерчик. кормление, да. Так, давай. Это чья комната? Это нашего Купера. Это ретривер супер позитивный. Очень добрый. У него уже все, водичка, еда есть. Так, следующий. Здесь Ронин. Рони. Недавно подстриженный. Давай, это ему На лето. положить, да? Да, это его корм. Сколько ему? Он маленький? Да, все. Пока чуть-чуть. Это на экспериментальную мы новый корм попробовали. Ага. Чтобы этот... Так, сейчас мы их если двоих вдруг заведем нравится. сюда, Пока да? двоих заведем. Хорошо. Так, ну что, Так, ну в там принципе немного они страшновато выходить, но- сейчас сами Забегут? Они забегут, да, они заедут. Так, подожди, а Сейчас кто? нужно- раз просто если нужно- другой забежит? А нет, я стою. Купер, заходи. Тихо. Опа! Это не тот, да? Нет. Тихо. Так. Это не тот? Шаман, ко мне. Так, давайте-ка. Взорвался один. Ой. Так, что бы пошло? Ты вообще, Не а? по плану. Он... Иди сюда. Ко мне. А это... Вот это Купер. Нет, это не он. Сейчас. Купер. Иди сюда. Оп, Купер здесь же. Вот, и он сразу кукушек начинает. Он ту еду съел. Шаман, ко мне. А шаман где живет? Давай его Шаман на закроем. улице живет. На улице. Это главарь наш. Он самый главный здесь. Короче, вот этот хулиган прорвался. Эй, а этот как его зовут? Шарик. Шарик. Чик, иди Шарик, пойдем. Шарик, стой. Шарик убежал. Иди сюда, пойдем. Так, ну сразу видно, Шарик, он очень добродушный, просто попал в такую компанию, залетел, был ближе к двери. Слушай, суету навели вообще. О, жестко. Это, видимо, видите, как непрофессиональный человек. Сейчас вот было опасно, вы Я боялся шамана. руками. Я руками, да. Он мог, А я почувствовал, что он хочет это. И я дал, короче, задний немного ему. да. Просто вот как раз таки Как опасный быть? риск. Как быть тогда? Ну, если вот сейчас чего? шаман забегает, а его нельзя пускать. То есть руками его нельзя трогать. Ну, вообще можно, как бы сейчас просто как-то мы немножко уличных мы заводим. Сейчас я пока покажу, я как делаю. Ну, пойдемте. Так, давайте. Уж начали так. Так, Ну, это не... Если, допустим, Вот в те, других кто постоянники у нас профессиях, например, что-то можно предсказать, допустим, ну, когда ты что-то делаешь своими руками, то здесь, когда работаешь с животными, это непредсказуемо всегда, да? Всё ну может да, всегда пойти что-то по-разному. может быть. Сейчас возьмем стаканчик. Получается, Они как раз схема какая? голодные Сначала уличных, да, заводят каждый в свой вольер, а потом уже... Да, потом домашние, уже да? оставшиеся их поменьше здесь домашних, они уже это. Так. Сейчас возьмем мисочки. Так, у нас. Так, с запасом возьмем. Так. Ага. В принципе, Руслан, можешь корм Давай взять. что-нибудь возьму. Да, это корм лучше. Да, они за корм сейчас будут прям заходить. Они уже знают каждое свое место. Тогда повыше Обычно подержать. самыми первыми кормим шамана с семьей, с женой Кире и с Гайдой. Можем пройти. Шаман, ко мне. Ой, тихо. Я тучка.
Тихо, Так. тихо. Так. Вода у них там всегда доступная. И в каждом номере тоже мы наливаем. Сейчас я еще ведерко возьму. Так, а что-то они все за тобой. Нет, это сейчас так. Гайда. Кире, Кире. А вот Кире здесь. Это наша красавица Кире. Вот, и можно сначала Кире. Одну, да? Кире хатун. Да, одну. Без горочки. Так, ага. Рони, выйди. Так. Потом Гайди. Гайда. Гайда. Тоже так же, да? Да, так же. Гайда? Гайди. Ага. Пошли, Рони, ко мне. Рони. Пойдем. И А вот шаман? шаман. А шаман? И вот шаман. Сейчас. Шаман. О, Ладно, теперь Гайди. Кире, Кире. так, а еще добавить им? Да, вот. Туда добавить, да? Вот это месяц. Вот это дать? Да, положи. Так, это Гайди. Шаман, Рони, будь Рони. человеком. На. Сидеть. Ждать. Шаман все забрал у них. Шаман беспардонный парень. Он тот самый хулиган. Потом мы покормим Тихо. еще. Так, сейчас можно покормить Рони. Так, Так, это Чизина. Вот так как она крупнее, у нее дозировка больше. 2, да? Да, ну, да. Ага. Так, лучше подготовить сразу заранее. Просто положить, чтобы они начали кушать одновременно. Здесь ровно одну. Ага, да. Эй! Она уже Самая большая. Ой. Так, и... Так, у нас вот хаски. Грей. Пушок, выходи. Пушок, иди сюда. Пушок. Так, Пушок вышел. Грей, заходи. Хоп. Так. Ну вот это. Все, шаман. Пусти, пожалуйста. Шаман 2 порции, 1,5 съел. Так, сейчас вот это у нас малыш. Малыш. Поспокойнее стало, да? Сейчас они малышу покушают, сколько? потом мы Одну? их выпустим. Малышу одну, да? Да, одно и прям туда в будку мы положим. Пойдем. Свой дом. Пушок. Пойдем. Пушок. Ай, молодцы. Так, осталось 2. Так, и сейчас еще носочки найдем. А вот и 4. Ага. Так. Вот это да. Так, Пушок, ты у нас домашний. Нала, в принципе, она и дома, и она и на улице тоже. Пушок, выйди. Пушок, иди сюда. Пушок. Ну, они добрые, нормально. Сейчас. Налу покормим. Нала. Нет, Пушок. Пуша, стоять. Пушок. Это Нала. Пошли в следующий. Пойдем. Пуся. Он, видите, хозяева попросили его на диету. Но я так наблюдаю, он, когда все гуляют, носится, играются, он просто ложится. А, он не бегает. Он вообще не хочет ходить, да. Так ты это, не И у спортсмен. него конституция такая уже, видимо. Я хозяевам видео отправляю, но, скорее всего, уже не похудеет. Давай, занимайся. Но он очень добрый. Пуся. Класс. Пуся. Еще одна собачка. Ну, у нас. давайте на улице, да, покормим их, в принципе. А, их? Да, Не ну, будем? вообще, они в доме вообще. Так. Давайте, вот я сейчас этого сам покормлю. Он не видит, слепой. А, он старенький, да, или что? Да, он волонтерский, его спасли. Нашли где-то возле магазина, схватили в ветеринарную клинику. Все обработали, все. Взяли справку, что все здоров. Вот, и эти наши друзья, мы так, негласно, но помогаем некоторым волонтерским движениям в плане информационно. Вот, скидки делаем хорошие. Совсем бесплатно, но чтобы все равно не было такого, что здесь одни... Он в хороших условиях получается же. Он совсем слепой, но смотри, чувствует, что Он сейчас слепой, да. кормить И он у него проблема. Он целый день хоть и гуляет, он какает всегда вот там,
И да, хоть, может по несколько раз в день, короче. Именно возле места, где он живет. Хотя у него весь день свободный доступ есть к прогулке. Может быть, подсознательно, я думаю, психология у него, что он не знает, где он. Как бы вот здесь это его как бы зона, здесь он спит, а вот здесь он может покакать как бы. А там, может быть, его за это, то, что он где-то навалил, его может там что-то. И мы всяко разное пытались, в разные номера сажали, там всяко разное, а он все равно какает. Все, пойдем, Оскар, на место. Пуша, нет. Пуша, ко мне. Молодец. Пойдем, тебя в твой в гостиничный номер тебя заведем. Там покормим, да? Да, его можно сюда. А, сюда? Ну, в принципе, пусть покушают. Сейчас они покушают, и мы выведем их уже также обратно, чтобы они... Там вода у них, все это уже наливаем. Так, все, ему на диету нормально. Ты на диете, говорят, иди. Пуша, Пуша, Ты что, Пуша, ко мне. Ай, молодец. красуется на камере? Кушай. Шамани. Тихо. Ай, Нала, умничка, моя девочка, красавица. Здорово. Сейчас мы покормили собак, но еще я видел, что к нам пришел грумер. Да, грумер, да. С самого открытия мы с ними сотрудничаем. Девчонки просто тогда еще в запрещенной организации, просто нам нужно было срочно найти грумера, потому что как бы, нужен был. И я там по хэштегам нашел просто грумер, и вот они выскочили первыми. Да, но сейчас у нас, получается, есть возможность почувствовать себя еще в роли грумера. Да. Это очень-очень опытный грумер. Они очень-очень давно уже, сколько я знаю, сколько я занимаюсь, еще до меня они уже работали. То есть это уже лет 8-9 они уже опыта. Ну, давайте начнем. Да. Все, они покушали, можем отпускать. Кирешка. А его тоже отпускаем, да? Его отпускаем? Его отпускаем? Ну, он что-то сейчас вот прыгал на него, сейчас он успокоится, попозже ладно. выпустим его. Он такой да? То есть... Он, в общем, он претендует на его место короля. Два скажем альфа, да? так, правильно, Два да. альфа. Пару раз они пытались сцепиться, но я их разогнал. Они до конца еще не выяснили отношения. Ой, ты хороший какая. Это девочка красавица. Ну, молодцы. Поэтому у них всегда есть риск, что сцепятся опять. Этого парня уже зашивали. Он такой молодой и глупый, скажем так. Но он еще повзрослел. Ну. Все, тихо. Я, может, не выпускать тогда? Пока. Не, нормально. При нас-то он не нападет, не совсем дурак. Так, ну что, снова. Сегодня очень хорошая погода, такая не жарко. Дождик был вчера, да, то есть тучки, поэтому для собак самое то. То есть прямо им тут все нравится. Ну давай, что ты хочешь мне сказать? Такие глазки, смотрите. Вообще, это хаски же? Да, красавец. Ладно, пойдемте зайдем, пусть не будем мешать им гулять. Испытано на себе. Просто многие хозяева, им удобно с отпуска приехать, сразу помыть, вычесать и сразу без всяких дополнительных поездок сразу забрать чистую собачку. Вот уличных видели, они же лапами встают друг друга, могут там где-нибудь замораться. И некоторые хозяева, уже наши постоянники, всегда просят перед тем, как забрать, помыть сразу и сразу домой. И для удобства. То есть его забирать будут, да, сегодня? Да. Сегодня у него выезд. Предвыпускная подготовка, получается. Да. Чистыми, опрятными. Симбуся. О, Симбуся. Сейчас мы скажем. Ну, Симба представитель сибаин относительно очень спокойный, в плане того, что очень много сибаин в силу породы, они с другими породами, они агрессию проявляют. Они самураи, и они бесстрашные. И они могут, часто устраивали драки. Вот Симба, он редкое исключение. Еще есть несколько клиентов, но в целом, вот у нас по породам, когда клиенты бронируют,
У вас Алабай отдельный номер там. У вас Сибаин или Акита отдельный номер лучше. В начале. Это смотри, маленькая собачка. Да, он вообще, у него сердце льва. Но этот спокойный вообще. Он очень, очень дружелюбный, да. Редкое исключение. По-моему, не будет. Будем воевать. Все, Симбоша. Симбоша, сейчас пострижешь, домой поедешь. Сегодня домой поедешь. Запомните его таким и каким он будет после. Это самое прикольное вообще, как собаки преображаются от стрижки. Несмотря на то, что уже так много меха, то есть еще много можно с него вычислить. Серьезно? Его намочим, помоем, скоро откроется и лишняя шерсть. Ну все, сейчас пойдем мыться. Если что, у нас испытана на себе передача. Если вдруг какая-то помощь нужна будет, что я могу сделать, я могу помочь. Вычислить, да? Давайте. Конечно. Так, Я подержу. честно, да? Ну, Стась, Правильно, да? Так. О, что-то не нравится им? иди ко мне, иди. Не бойся, не бойся. Говорит, кому меня доверили, да? Так, давай. Привет, привет, привет. Не бойся, не бойся. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Да, можете по росту шерсти, там прям щеточкой чувствуется, как этот подшерсток отходит. Это плотная, И потом плотный. скидываем, да? Да. Ну, То есть расческа немножко- если для сравнения, можете подчесать вот здесь, где шея. Там, где ему не потому нравится, что, да? Да, здесь очень О, много его, зацепляется. даже можете почувствовать. А расческа прям она остается там как будто. Так. Сейчас будем мыться. Симба, Симба. Хороший. Хороший пес. Да. Я наношу на сухую шерсть, потому что как бы пена, которая работает, она лучше удаляет грязь. Грязь и проникает прям до кожи. То есть не нужно предварительно мочить собачку. Ну, все по-разному. Делать, Ну, да? это моя методика мытья. Я как бы на этом работаю. Это И похоже. эффект есть. Будет так делать, да? Будет из этого. Я вот принесла фартук Это мне или вам? вам. Я уже в своей форме рабочей. Так, хорошо. Сейчас. Маска, шапочка, если нужно. Если так можно сравнить, то так как сейчас пена наносится на сухую собачку, это как на автомойке, да, то есть, в принципе, если Верно. ваша машина не сильно грязная, то можно сначала пеной на сухую, чтобы она эффективно работала, ну а потом уже смывать. Есть чем сравнить, да? Да, есть что Чем сравнить. бальзамы, кондиционер, шампуни, да? Ну, сегодня мы будем его мыть суперочисткой и шампунью на объем. То есть это не, вот вы сейчас, Суперочищающий, да. это только начало. И он не разъедает глаза, да? Но я все равно стараюсь как бы во время мытья убирать, потому что все равно неприятно. Ну да. О, хороший, хороший. Симба, 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 Симба. Да. Пришла такая тетка, скажи, меня моет, да? Что это такое? Порядок. Если он действительно ни разу не мылся профессионально, то для него это сейчас стресс. Нет, кстати, вот полотенцами люди пользуются, а обычные махровые, да? Они такие большие, тяжелые. Вот такая тряпочка впитывает в себя очень много. Специально, да? Просто у меня есть такое походное, примерно такой же материал, и то есть, допустим, оно даже где-то в половину, наверное, вот этой, может, 2/3. И полностью можно протереться, то есть волосы, все, и быстро сохнет.
есть сейчас я вообще да, вот, у меня очень руки много уже воды сухие. впитывает. Ну и да. Удобно. Сушка быстрее намного. Время экономит. Так, дорогой, давай голову полоснем. Вот так, хопа. Стой, молодец. Ай, молодец. Молодец, молодец. О. Это было супер. Сушить, допустим, ну, собаку это тоже такое непростое дело, да? Ну, там несколько этапов, поэтому сейчас все покажем. Не надо, не надо. Испытано на себе. Так, мы сейчас надели маски, потому что шерсть летает, да? Да, будет вылетать шерсть. Вот, классно, классно. Все хорошо. Вот это да. Чем суше становится Симба, тем больше здесь летает волос. Короче, я понял, зачем маски дали. Борода. Фильтр. Ого. Так, ну сейчас уже шум фена закончился. Симба взволнован. Действительно, скорее всего, это первый его поход к грумеру. Ну, сейчас еще подстригут ногти, да, и в целом, получается, будет готов. Ты такой уже пушистый, ты себя в зеркало посмотришь сразу, успокоишься. Все, лишнего подшерстка нету. Кожа дышит. Да, вкусно пахнешь. Хозяева тебя увидят сразу. Ой, вообще красота. Тем более, если первый раз на груминге, то тогда ощутимо заметно, да? Ну да, конечно. Давай задний. Вот не нравится ему, ага. Заднее место. Стой. Все, мы готовы. Так вот. Мы готовы. Ты молодец? Молодец. Красавчик. Молодец, молодец. Ай, молодец, молодец. Ты молодец, молодец. Ну что, друзья, посмотрите, какой теперь у нас Симба. Красивый, еще красивее стал, чем был. Сейчас еще несколько. Хочется тебя надушить чем-нибудь красивым, да? Вкусно. Вот у многих аллергия бывает, у хозяев, конечно, Ну да, в да. первую очередь. Ну, наверное, Пусть будет естественный да. запах и легкий аромат шампуня. шампуня. Вот. Ну что, друзья, как видите, сегодня мы с вами познакомились с очень интересной гостиницей для животных. Попробовали вместе с мастером, с грумером Аленой причесать, вычесать, помыть нашего героя Симбу. Как видите, в целом он, так как новичок в этом деле, достаточно дал немножко жару. Вот. Ну, я думаю, что наш выпуск был достаточно интересный, и хотелось бы поблагодарить Алену, поблагодарить Василия, гостиницу Лайкендом за такую замечательную возможность. Ну и, конечно, следите за вашими питомцами, любите их, ухаживайте, и увидимся с вами вновь на телеканалах Якутия 24, НВК Саха в программе «Испытано на себе». Пока! Клево.